Данная комната была не оборудована ни санузлом, ничем. Детишки пользовались туалетом на этаже. А сейчас в каждой комнате современный санузел, да и само заброшенное здание не узнать. Комнаты казарменного типа превратились в комфортные номера. Это будет первый круглогодичный оздоровительный лагерь в республике. До ремонта 3 года детский оздоровительный лагерь стоял без ремонта. Не было ни отопления, не было ни воды, ни света, ни газа. Все нам пришлось пройти заново, вышли на капитальный ремонт. Проектировали лагерь из расчета на особенных детей. Лагерь сможет принимать и маломобильных детей. Для них специально выделили 20 комнат. Но концепция была выбрана не случайно. Изначально при создании архитектурной концепции в рамках архитектурного воркшопа «Марш» мы с архитекторами договорились и действовали согласованно по созданию адаптированной для маломобильных слоев населения концепции. Первый этаж корпуса полностью оборудован для отдыха детей с ограниченными возможностями. Здесь есть пандусы, вот такие широкие дверные проемы, тактильные плитки, поручни. Все, чтобы облегчить быт детей-инвалидов. Новый медпункт, клуб, спортивный зал. Осталось лишь завести мебель. Все по госпрограмме. Это более 180 миллионов рублей. Наш лагерь будет принимать 160 деток возрастом от 7 до 17 лет. Нашему лагерю уже более 40 лет. В последние года он у нас стоял в таком законсервированном виде. Сейчас осталось озеленить территорию, установить беседки и малые архитектурные формы. Первых детей планируют принять уже в этом году. Ильза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Бугульминский район. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.